Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И как вы уже, наверное, поняли с первых кадров, сегодня у нас будет разговор о автовышках, что они, для чего они. И вообще испытаем на себе подъем на высоту и в целом помоем пару окон. Но сейчас мы уже на месте, где будет происходить все действие. Конечно, сейчас так бывает, что около домов достаточно загруженные парковки. Сейчас вот как раз вызвали хозяина автомобиля, и он его отгонит. После этого, соответственно, вышка встанет на свое место. Да, друзья, как видите, от водителя автовышки зависит достаточно много. Он должен правильно выставить автомобиль, правильно расставить лапы, упоры, чтобы вышка была в надежном, устойчивом положении. Как видите, друзья, было бы хорошо еще убрать этот автомобиль, но, к сожалению, он стоит достаточно длительное время, и хозяин таки не вышел. Но в целом можно было, я слышал, да, то есть это как бы недостаточно проверенная информация, что можно позвонить в ГИБДД, назвать номер автомобиля, сказать, что он мешает для каких-либо работ, или закрывает проезжую часть, и ГИБДД, сотрудники созваниваются с владельцем и просят его освободить, передвинуть автомобиль. Как видите, сейчас с помощью упоров автомобиль полностью в воздухе, все 4 колеса оторваны, и вышка приводится в горизонтальное положение. Так, давайте сейчас Николай немного освободился, водитель автовышки. Хотелось бы обратить ваше внимание, что у него в руках, я вот вообще увидел, удивился, смотрите, он управляет пультом, радиопульт, который позволяет дистанционно управлять вышкой. За рычагами никого нет. Это прямо как это, да? Как джойстик для взрослых, да? Ну да, геймпад для взрослых. Ну, можно прям вот находиться под непосредственной близости, да, от самой люльки, да? От корзины, да, и прям смотреть можно Миллиметражи. А, то есть это более точно, да? Да, более точно там. Опускаем вот Подожди-ка, корзину. можно попробовать? Так, вниз это куда? Так, вниз это вот это. Примерно как на коптере управления. Все это, Вот. все, да? Да. Стрелу выдвигаешь вот направо. Вот. Смотрите, стрела выдвигается. Достаточно, наверное, да? Ага. Нормально. Вообще, я такую вышку что-то как бы, или я просто не обращал внимания, может быть. То, что у нее вертится еще платформа, тоже достаточно интересно, да? Да, помимо этого, она еще вот так вот делает. Как ковш, да? Да, то есть она что-то высыпать может, я не знаю, зачем эта функция. Но я надеюсь, не людей, Ну, которые находятся внутри.
Что-то высыпать можно на ней. Не знаю, зачем эта функция, так и не понял. Ну, может быть, на большой высоте, если надо быть то четко там вот управлять ее там вниз, то есть высыпать или наоборот на себя делать. Может быть, для ясно. этого, для четкости. Она еще раскладывается, да? Да, это размер полметра на 1,5. Сейчас мы сделаем размер метр на 1,5. Метр на 1,5. Ага. Так, ты покажи, я тоже буду помогать. Убираем вот эти Да, шплинты, вот да? эти шплинты страховочные. Так, потом Пускаем вот обгибаем. эту. Становится метр на 1,5. Теперь вот это метр. Да, это вот 1,5. вот эти страховочные, смотри, вот здесь вот надо. Вот здесь вот. Вот здесь вот две этих проушины. Вот. Чтобы вот это вот На-на-на. не закрывалось. И также закрываю, да? Да, и тоже шплинтовать. Ага. Вот, это размер метр на 1,5. Сейчас есть второй размер. Это 2 на 1,5. Здесь вот раскладывается и ставится вот заграждение. Все, фиксируем вот этими вот. Я правильно понимаю, что можно еще вот эти полметра туда отогнуть, да? Да, и можно вон ту вот разложить. И получается тут 3 на 1,5. 3 метра на 1,5. То есть тут 3 метра на метр. 3 метра на метр, да. Ну тут 1,20 м где-то так. Угу. Да, здорово. Ну ты с той стороны тогда сделай тоже. Тоже открыть полностью? Да. Вот эти барашки открути сначала. Вот они, вот они. И один. А второй где-то снизу, да? Второй где? Второй там в кабине. Я А. тебе его потом дам. Да, вот эту поднимаешь, собачку. Хоп-хоп. И ограждение. Ну. Так, и вот здесь вот. До конца, да? Ну так, затяни, да. Чтоб она сильно не затягивай, чтобы сильно не это. Самопроизвольного откручивания лишь бы. Все, вот метр на 3. Нам такой размер понадобится, да, сейчас? Ну, для удобства вообще, если, Самый комфортный, да? да, если в данном случае, например, мы моем окна, да, у нас обхват мойки, ну, то есть фасада моем, не обязательно окна, там, фасад вообще, обхват больше, то есть пробежать сюда-сюда, там, мойщику. Да даже на стройке мы когда вот работали, тоже монтаж, например, стеновых панелей, да, тоже. А с одной стороны стоит, другой с этой стороны крепит уже. И они тут обхват больше, нежели чем маленькая корзинка. Манипулировать меньше надо. Понял. Тут один раз поставил, все, они сами там. Хорошо. Ну что, друзья, мы увидели, как выставляется автовышка, расставляется люлька. Как видите, здесь она складная. Я вообще как бы первый раз такой вижу, да, то есть такой трансформер некий. И сейчас давайте познакомимся с Петром Оконечниковым, с которым мы будем, соответственно, мыть окна. Привет, Руслан. Сейчас мы будем мыть окна. У нас поступил заказ на 2 окна на 3-м этаже. И для этого нам понадобится автовышка с люлькой, страховка. Это обязательно страховка? Да, потому что мы едем наверх, и оборудование, инвентарь. Хорошо, ну давайте не будем тянуть время, наверное, сразу. Ну, обвязка уже знакомая еще. Уже и у узковозов, и МЧСников я надевал. Сейчас посмотрим. Тут Сейчас ничего вот это сложного. Немножко расширим. Так, сегодня у нас 3-й этаж, да? А в целом
самая максимальная До 8 этажа. до 8 этажа можно, да, поднимать? Так, вот это. Ладно, подожди. Ну, на 8 этаже страшновато, да? Хорошо, что 3-й этаж. Нормально. Там, когда стоишь на 8 этаже, люлька сама моет. Ты только вот так руки держишь, она вот так вот качает. Что, качается? Да. Вообще классно. Классно. Если нет морской болезни, вообще хорошо. Мы снимали, испытывал на себе недавно, соответственно, это, в Триумфе. Там меня поднимали наверх, прям под потолок практически, на такой, у них специальная тоже люлька есть. Она просто которая вертикально вверх поднимается. Ага. И упоры у них не такие, и ты знаешь, что там внизу не грузовик стоит, а просто платформочка, и от нее 4 ножки. И вот я там вообще, я вот на максимальной вытяжке, я боялся двинуться, потому что она тоже считается. Так, в целом, вроде все, да? Все нормально. Испытано на себе. Друзья, ну что, я готов, надел также свое оборудование, да, чтобы вам тоже было видно это от первого лица. И сейчас на мне уже обвязка, осталось подняться в люльку и, соответственно, застраховать себя. Делаем это таким образом. Обратите внимание, у нас здесь с Петром разные тросы, да, то есть чтобы не мешало, да, ходить рядом. Да. Так. Ну все, мы готовы, сейчас будем подниматься. Автовышка, она сама по себе, у нее очень широкий спектр, да, работы. То Да. есть что, ну, я знаю, как бы такие, может быть, я что-то забуду. Значит, мойка, да, фасадов, окон, монтаж рекламной продукции, да, баннеры. Да, покраска стен, Вот, покраска стен. штробирование, ну вот стыков много в этих крупнопанельных домах. Вот, утепление, ну все можно сделать. Здесь, тем более, сама люлька, она широкая, и может грузоподъемность у нее, ну, при максимальной вытяжке 200 килограмм. То есть, если 2 человека встают, то плюс 40 килограмм можно взять. До 8 и до 8 этажа, да? До 8 этажа. Плюс у него люльки есть вот 220 преобразователь. Это прямо от автомобиля идет? Да, автомобиля. Преобразователь 24 делает на 220. То есть можно инструменты без проводов, без ничего подняться. Ну, я правильно понимаю, что это достаточно такая, ну, необычная люлька? Или это я просто не замечал? Да, это, ну, для больших автовышек вот она стандартная. Насчет вот 220, она не у всех есть преобразователи, потому что они дорогие и не на все устанавливаются. Вот. И в целом таких вышек в Якутске 3. Всего 3. 3. Да, вот именно 28 метров, которые до 8 этажа. А с маленькой люлькой еще есть, вот 28 метров тоже. Вот. И, ну, в целом фронт работы достаточно широк. Начиная от мойки заканчивая полностью ремонтом. Облицовка фасада и всего остального. Очень хороша автовышка подходит для того, чтобы маленькие вот недочеты, например, плитка отвалилась, одна штука. Для этого лесов городить не надо. А на люльке подъехал, поменял это. Вот. Этим и удобно она. То есть она мобильная, она быстрая. Да, ну что, друзья, мы на месте. Первое окно. Ну тут в целом сложности нет, да? То есть сначала надо размягчить грязь, да? Да, размягчить грязь. У нас мы применяем средство, которое именно подходит для фасадов. И оно очень хорошо отмывает вот эти налеты. Так, давайте я попробую тоже. Давайте. Так, мочим здесь, да? Да.
Ничего не стряхиваем, просто. Нет, просто сразу можно. Так, там запчасти, да, еще. Еще раз, да? Да. Главное, чтобы нигде не оставалось этих пустых мест, которые не смочены. Вот. Здесь, когда работаешь, ну вот с окнами, самое главное и важное, чтобы все края были намочены и вычищены. И вот в том числе и оконные рамы, да? Да, в том числе и оконные рамы. Так, мне немножко страшновато здесь. Хоть и третий этаж, но дымка пошатывается. Я представляю, когда полностью ее вытягивают, колебания большие, да? Ну да, до полуметра, можно сказать. Ага. Вот это вот делается так. Опускаем. Вот. И потом посерединке. То есть сначала угловые? Да, угловые очищаем. И тогда у нас, нам будет легче его мыть. Ага. Вот. По завершении этой операции, да, вот все намочили. Давайте. Попробую Да. как по инструкции, то есть вот так, да? Да. По краям. И потом есть в этой щетке есть еще функция, когда сюда подключается подача воды, да? Дается. Ну, постоянная подача воды, Ага. она проходит внутрь этой, швабры, и она еще выдвигается. Она может выдвинуться до 15 метров. Вот это до 15 Вот это, метров? да. Ничего себе. Вот. Таких швабр здесь нету в Якутске. Она единственная и стоит очень дорого. Мы его покупали в 2011 году. Тогда она стоила 178 тысяч. Серьезно? Да, друзья, представляете, да, я сейчас вот так вот ее думал. Целой машиной. Да, оказывается, целый это, как у меня Toyota Corolla дешевле стоит. Да. Вот. По окончании того, как мы намочили, делаются очень простые движения. Вот. От края к центру. Тогда вот у нас площадь, ну, неудобств не возникает. Если, например, я начну делать с края, ну, от середины к краю, у меня рука упрется. Ну да. И поэтому край невозможно будет очистить. Поэтому от края к середине. И после того, как мы отмыли вот стекло вот с гоном, вот, окно практически не надо вообще трогать. Я смотрю, и вообще, то есть не надо газету использовать и так далее, да? Здесь только то, что вот осталось по краям, его вытираем сухой чистой тряпкой. И вот, наверное, где трещина, да? Или это внутри? Это, это уже по трещине внутри. Вот, и вуаля, все, окно готово чистое. Как называется средство моющее? Оно кислотное. Даже так? Да. И оно вымывает вот всю атмосферную, то, что прикрепилось к окну, одним махом. Я не знаю, передает ли камера, но я вот смотрю, и оно идеально чистое. То есть, если в домашних условиях своими руками вот обычно моешь, там это где-то на второй раз, наверное, после того, как раза 3 потрешь газеткой, чтобы все разводы ушли. Самое главное, это инструменты в руках. Им правильно пользоваться и знать, как пользоваться и когда пользоваться. Вот. Остальное дело техники. Все, химия и руки решают все. Да, здорово. Я помою подоконник, да? Да. Да. Так, теперь я буду вот Я перейду Так, давайте. на ту сторону. Так. Когда узнаешь, сколько стоит вещь, начинаешь по-другому к ней относиться. То есть швабра за 150. Это было в 2011. Сейчас она, наверное... Надеюсь, цены такие же остались, но вряд ли. Так, у нас еще одно окно. Ничего, да? То есть, если водичка станет немного грязноватой, развода все равно не будет, да? Да, все равно не будет, потому что химия, она потихоньку разъедает грязь, и она сама, химия, не оставляет ни разводов, полностью улетучивается. Это специальная химия для фасадов.
Вот так. Ну тут какая-то сильно въевшаяся грязь. Это, да, это, скорее всего, разделили, как его? Так, как ее ставить обычно? Да, мы обычно ставим ее вот на ведро, вот так, Ага. Оп. А, вот так, да. чтоб не выпало. Ну-ну-ну. А то если выпадет, то это будет, Так, и вытираю тряпкой, да, наверное? да, А, это штука. сперва этой штукой вот. Да, и потом влажной своей основной тряпкой. В целом, мойка окон, она не так затруднительна, если это делают профессионалы. Ну я смотрю, что, не знаю, ну очень быстро и стекло очень чистое. То есть, действительно, правильные инструменты, правильные средства, да, Да, нужно использовать. Так, ну сейчас я думаю, что второе окно, наверное, сделаю сам, хорошо, под вашим присмотром. хорошо, договорились. Да, сейчас будем переезжать. Так, ну теперь это окно уже мое, соответственно, сейчас я буду его мыть. А мы засечем время, за которое... А, да. давайте, да, для интереса. Да. Так, у вас телефон или? У меня телефон. Ага. Так, ну что, да, сделаем сейчас. Петр засечет время на секундомере. Главное, вместе с подоконником? Да? Полностью, да? Ага. Так, Можно сразу вот окно и подоконник сразу сразу отмыть. мочить. Да, Ага. А потом уже этой штукой, да? да. Так, ну что, я готов. Готов? Старт. Оп. Побежали. Так, без лишней спешки. Так, сначала моем. Ну, вы подсказываете, да, если вдруг неправильно что-то делаю? Все правильно. Тут самое главное чувство меры и чувство локтя. А, и, Чтоб не зашибить своего напарника. Слушай, я это сейчас не подумал. Да, тем более, что щетка еще и до 15 метров может. Да. Можно сказать, это селфи-палка мечты, да? 15 метров, обалдеть. И не скажешь, то есть она, помимо того, что телескопическая, она еще и проводит, то есть внутри идет вода, да? Да. Под напором. Шланг подается, шланг подачи, Ага. и по ней бежит вода. Ну, начальная подача это 1/2, потом уже на 12 переходит и конечная 8. Ну вот, То есть она при давлении, при выходе, она практически, как его, как кёрхер. То есть Ну, мы- сужение канала дает усиление. перед тем, как подъехать на этот объект, мы, да, снимали там, то есть мы имели вывеску с фасадом, и была подключена, как обычно, водопроводной системе можно, да, подключить? Да, Так, первый этап я сделал. да, отлично. Аккуратно кладем. Супер швабру Супер слабо. Так, теперь и с края в центр. Можно стать поближе, чтобы удобно было. вот так вот. Да. Правильно, да? Да, прижимай посильнее. Делай, да, чуть-чуть нахлёсты делай, чтобы этих полосок не было. Если я проведу, Да, нормально. то нормально будет. Ага. Ага. Оп-оп-оп-оп. Ой. Промахнулся. Так. Аккуратно. Ага. Все. Так, это И- тоже, да? Да, это тоже можно сразу. Так. Тряпкой. Теперь, ну, обычной тряпкой, да, вот смахиваем то, что вот с краев, Покроем. по краям.
А какие самые вот сложные фасады у нас в городе Якутске для мытья? Так, что-то прохалтурил, по-моему. Самые сложные это, ну, в основном торговые центры, Ага. потому что у них проходимость очень большая, и представить вот автовышку внизу Ага. бывает сложновато. Ага. Вот. А в целом в городе, ну, вот эти высотные здания, к ним на вышке не подъедешь. Тоже из-за парковки? Да, из-за парковки, из-за ихней архитектуры. Вот, например, бизнес-центр. Верхнюю спильную часть моют только эти альпинисты. Ага. Туда никакая вышка не дотянется. Потом этот Азимут, отель. Бывшая полярная звезда. Ага. Ага. Да, Вот. там много стекол. Да, там много стекол, и его можно отмыть только... Нет, не этой тряпкой. А, другой тряпкой. Да. Уже сухой тряпкой. Так, это уже для стекла. Да. Вот так чисто по углу, да? Да, чисто по углам. А бывает, что придирчивые заказчики, то есть смотрят каждую, говорят, вот здесь еще пылинку не убрали. Бывает такое? Да, бывает. Но это когда заказчики у тех, у кого, ну, например, компании, да, Ага. они моют окна. Все, стоп. Почти 5 минут. 4,55. Так, ну да, без опыта, да? Да, это Целом. очень хороший результат. А, даже так? Ага. Но Супер. Но сразу, есть агрессия. сразу видим то, что вот повторно проводил щеткой, да, вот, остались эти следы. Вот такие заказчик не принимает обычно. Мгм. Потом у тебя с верхней части ты не протер. И получается, вот то, что капельки остались, они протекли вниз. Ага. И получается, остались разводы. Как их устранить? Их сразу, пока не высохло, той же сухой тряпкой протираем. И там, где вот мы проходили, Круговыми движениями, да? да, круговыми движениями вот убираем вот эти разводы. Самые грубые ошибки, и когда при мойке окон, это в основном не трогают углы. А на всех углах, обычно в верхних углах, там садятся обычно мухи и оставляют свои следы пребывания. Здесь была муха. Вот. И в некоторых окнах они бывают размером с 5-рублевую монету. Ого. Вот, то, что капельками накопилось. Вот. Их надо тщательно вот именно по углам. Ага. Вот тогда окно будет считаться только чистым. Здорово. Ну, действительно, получается достаточно оперативно, быстро. Ну и еще раз, соответственно, инструменты, да, которые пользуются сотрудники. Вообще, действительно, в любом профессиональном, ну, если делом занимаешься профессионально, нужно профессиональное оборудование. Да. Но я вот сегодня познакомился с щеткой за 150 тысяч рублей. Это круче, наверное, чем пылесос Dyson, да, который все хотят Да, наверное. получить. Тут щетка, зато 15 метров, и можно подавать туда воду. Ну что, да, большое, огромное спасибо. Сейчас мы еще спустимся. Но в целом мы выполнили заказ, соответственно, 2 окна вымыты. Не прошло и 10 минут. Да? Друзья, сейчас нас будут пускать. Пока я снимал видеокамеру с крепежа, Петр сказал, что на такие окна у него обычно уходит 1,5 минуты. Да? Да. Не больше 2 минут. Не больше 2 минут. Здорово. Ну, за этими руками и плечами больше 30 тысяч окон. 30 тысяч окон. Больше, С ума чем сойти. 30 тысяч. Ну, это с 2011 года. Ага. Наверное, в республике нету такого человека, который больше 30 тысяч. Дома окна моете? Да, дома окна моем. Так, сейчас мы проходим маневр между проводами. То есть, как видите, люлька может поворачиваться в разных 360 градусов. 360 крутится. Может просто крутиться и крутиться, да? Да. А. Бывают такие моменты, что когда, допустим, приезжаете на место, да, и видите, что там линии электропередач, то есть мешает, вы отказываетесь? Бывает, да? да. Бывает. Безопасность прежде всего.
Потому что иногда бывает заказ, что под линией высокой электропередачи от нему ближе 2 метров не стоит подходить. Вдруг шибанет. Ну да. Вот, поэтому мы отказываемся от таких. Ясно. Ну, конечно, меры безопасности. Да. Все. Мы приехали в пункт назначения. Так, ну что, друзья, вступаю на твердую землю. Я, если честно, вообще, вот когда высотные моменты, я так немножко мандражирую. Вот, я себя лучше чувствую на земле. Хотелось бы поблагодарить Петра за очень интересный опыт. Спасибо большое. Благодарность Николаю. Вот, и, конечно, за помощь в организации съемок благодарим компанию Чистюля. Ну, а вам желаем успехов, удачи во всем. И еще раз огромное спасибо. Ну, это был проект «Испытан на себе», дорогие друзья. Я думаю, что вы много сегодня тоже интересного, ну, может и немного, но, тем не менее, что-то интересное для себя узнали. Увидимся в следующем выпуске. До новых встреч. Пока. Все, готов. Испытано на себе.